Вообще считается нетактичным дамам задавать вопрос по поводу возраста. Отвечая на эти вопросы, дамы обычно либо занижают показатели, либо как-то кокетно стараются обойти этот вопрос. Ну, отшучиваются иногда. Почему так всегда происходит? Почему именно дамы вот так вот стремятся продлить свою молодость? Ты знаешь, если бы у нас сейчас в гостях был психолог, возможно, психолог бы сказал, это про неприятие себя, которое нужно прорабатывать. Приятие или неприятие, в любом случае мы сейчас будем говорить о том, как сохранить свою молодость, как всегда выглядеть хорошо, ну и, наверное, в первую очередь даже ухоженно. У нас в гостях врач-дерматолог, косметолог Елена Курамшина. Елена Рифхатовна, доброе утро. Доброе утро, Лили. Ну, мужчины пусть тоже как бы, да, остаются с нами, потому что в конце концов можно иногда следить за собой. Не иногда, а всегда вам тоже нужно подтягиваться в этих вопросах к нам, в этих делах. Но вот ваше мнение, это что действительно занижение цифры возраста у женщин, отшучивание этих вопросов, это все-таки про неприятие? Или как это объяснить? Ну, я, во-первых, поздравляю вас с праздником. Сегодня 1 апреля, день шуток, и можно немножко так на шутку это свести, что женщина всегда хочет оставаться красивой девочкой. И всегда хочется занижать свой возраст, ну, в силу определенных обстоятельств. Но сейчас такая тенденция, даже если говорим мы про психологов, не скрывают уже свой возраст. И сейчас уже очень приятно, когда женщина выглядит на 35, а реальный возраст ее 55. Это возможно? Это, конечно, возможно, и мы знаем определенные секреты, как этого добиться. Мы тоже хотим знать секреты. Да. Естественно, что если мы говорим сегодня про 1 апреля, наступает весна, но она такая тихонечко у нас наступает, и мы говорим о том, что всегда хочется продлить свою весну, не хочется уходить в лето, в осень девушкам, поэтому сейчас в косметологии очень много процедур, которые могут добиться именно очень хорошего результата по снижению внешнего, да, ну, скажем так, проявление возраста. Конечно же, многие женщины занимаются чаще лицом, но мы же говорим о том, что показатель возраста, что у нас? Мужчины должны знать, Что? Показатель возраста? Да. Дороговизна автомобиля? Нет, не знаю. Ну, мы же всегда говорим, да, что ухаживайте за лицом, но не забывайте про шею, руки. Вот в чем дело. Да. Да, здесь же возраст тоже выдают, и сейчас очень много процедур, которые именно это скрывают и нивелируют, и приводят уже в порядок. Поэтому, если мы говорим про процедуры, надо не забывать о том, что все части тела должны быть ухожены и подвержены косметологическим процедурам. Не только лицо, но и шея и руки. Шея и руки – то, что в первую очередь, можно сказать, выдают, а сейчас особенно мы перчаточки сняли. Это ладно, хорошо, если сняли, да, надевали, то есть и сняли. Сейчас многие вообще избегают вот этих самых перчаток зимой. Ну что, я тут быстренько выбегу до машины, да, ничего со мной не случится. На самом деле случится. Шарфики сняли, кстати, многие женщины, я обращаю внимание с возрастом, они начинают носить либо какие-то водолазки, либо платочки повязывать, чтобы скрыть вот эти вот самые следы возрастные на шее. Я только хотел как раз сказать, что можно же просто не показывать какие-то свои там недостатки. Так что, в каком направлении двигаться? Но если мы говорим про весну, про начало весны, у нас много автоледи, и вообще женщины, когда едут в транспорте, они сейчас первые лучи солнца хотят что сделать? Поймать, да, вот эти эндорфины, посмотреть на солнце. И в транспорте садятся на солнечную сторону, чтобы ехать и наслаждаться солнечными лучами. Но мы должны понимать, что солнце все-таки это не всегда плюс в красоте, это минус, потому что под ультрафиолетом наша кожа изменяется, ломаются, скажем так, волокна коллагена, что быстрее дает старение кожи. И поэтому я всегда рекомендую, особенно автоледи, если вы едете за рулем, да, всегда наносите на кисти рук солнцезащитный крем, потому что это будет беречь от более быстрого, скажем так, старения рук, потому что пигментные пятна, сухость и вот эти некрасивые кисти рук, они выдают возраст, как бы там ни было красивым сделано лицо, потому что у нас для лица и пластические операции, косметологические процедуры, да, но руки сейчас все равно, они в меньшей степени, скажем так, поддаются уходу, именно в профессиональном плане, поэтому дома нужно обязательно работать в перчатках, не делать домашнюю работу. То есть посуду мыть? Конечно. Ну, вообще все мыть исключительно в перчатках? Исключительно в перчатках. У меня есть очень длительное наблюдение за моими пациентками. У меня есть, скажем так,
пул пациентов, которые всю жизнь работали в домашних, да, скажем, условиях только в перчатках. И я смотрю, кто защищал, а кто не защищал, потому что, ну, Это прям практика... видно. Это прям видно. У меня практика 25 лет, и вот я могу уже по своему опыту сказать, что как бы мы ни говорили, профилактика, она всегда имеет значение. Конечно же, есть такие процедуры, как пилинги, биоревитализация, аппаратные методики, IPL-терапии для омоложения кожи, но всегда нужно о себе заботиться. Так, значит, дома работаем только в перчатках, делаем какие-то дела по хозяйству. Какие еще советы вы дадите, вот эти профилактические? СПФ наносим вне зависимости даже от времени года, я бы сказала. И вот для меня открытие. Я думала, что современные автомобили, они, стекла, защищены какой-то ультрафиолетовой пленкой. К сожалению, нет. У нас наше лобовое стекло – это как линза, которая увеличивает проникновение ультрафиолета, то есть больше вреда для кожи. Поэтому, заметьте, одно время очень много и долго ходил, ну, практически уже сейчас мем о том, что мужчина-дальнобойщик показал свою фотографию, он очень долго ездил, это зарубежная американская фотография, с одной стороны, он постоянно подвергался солнечному излучению, где, да, около окна сторона Вот лица, этот а вот, вторая... говорят, загар таксиста. Вторая сторона, да, находилась в тени, получается, в кабине. И у него прям колоссальное старение правое и левое. Это на самом деле, ну, так очень неприятно выглядит, потому что старик-старик, а рядом такой, ну, среднего возраста там мужчины. Поэтому это доказывает при длительном ультрафиолетовом воздействии очень негативное влияние на кожу, на молодость кожи. SPF 50. Обращайте внимание при покупке средств, кремов на то, чтобы они были с SPF на 50, да, я правильно же говорю? Ну, как минимум 50, потому что, да, сейчас в любом случае очень активное солнце уже начинается. И еще такая проблема, что это не проблема, это у нас природа, да, еще нет листвы и нет естественного фильтра для рассеивания солнечных лучей, потому что у нас тоже деревья забирают на себя часть именно солнечной энергии, поэтому здесь достается нам по максимуму. Поэтому защита прежде всего. То есть, а многие просто знают в сезон отпусков, который тоже вот-вот начнется, да, отправляясь куда-нибудь в жаркие страны, они вот так вот просто лежат до последнего, до изнеможения, загорают и телом, и лицом. Но иногда страшно в аэропорту видеть вот эти как бы пятнистые, облезлые тела, но иногда думаешь... Ух, не страшно ли людям самим, потому что рак кожи, да, меланому никто не отменял. И еще хочу сказать, что мы говорим не только в плане красоты, нанесения солнцезащитных средств на руки, на шею, на уши, кстати говоря, у кого открытые прически. Это первое место там, где появляется рак кожи, базилиома, меланома. Поэтому вот эти все места надо обязательно закрывать. Я никогда не думала об этом. Надо думать, потому что онконастороженность, да, должна быть. Да, ну не мочки, а прям по всей поверхности уха надо солнцезащитный крем наносить. То же самое, если вы на юге и где-то активно загораете, не только тело, уши и нос. Ну, нос, да, но про уши я впервые слышу, я не задумывалась об этом. Ну ладно, подгорать чуть-чуть. Ну, в принципе, выпирающие части тела. Ой. Слушайте, подтверждается теория, что вот терпение необходимо для того, чтобы чувствовать себя хорошо и здоровым, потому что, ну, действительно, сейчас же весна, и любой лучик солнца хочется прямо на себя его принять, погреться, порадоваться. Да, Это поднять можно свое делать? настроение, конечно. Это можно делать SPF 50, и, в общем-то, наслаждайся. Многие девочки, девушки, женщины гордятся тем, что вот им где-то около 40, и они говорят, я еще ни на одну процедуру к косметологу не ходил, я оттягиваю этот момент. Есть ли в этом смысл? Я очень, скажем так, по-доброму завидую этим девушкам, потому что у них, значит, гормональный статус очень стабильный. Чем все правильно работает в организме, тем лучше женщина выглядит. Не все могут этим похвастаться, но когда на самом деле ты хорошо выглядишь и не ходишь к косметологу, это не относится к тем девушкам, которые, ну, скажем так, не очень выглядят и не ходят к косметологу. Это, ну, другой разговор. Мы сегодня говорим про осознанных, красивых, да, женщин, которые ухаживать хотят за собой, поэтому, да, красота, она зависит очень и от генетики. Угу.
Но оттягивать вот эти инъекционные процедуры, типа ботокс, как бы это можно. В этом нет ничего страшного. В этом нет Позже, ничего раньше. страшного, если вы хорошо выглядите, вы чувствуете себя уверенно, у вас есть внутренний стержень, и вы довольны своим видом. Очень много живет людей без косметолога, радуются жизни, и как бы и у них счастье немножко в другом, не только в постоянном уходе за собой. Но все равно нужно профилактически заниматься собой, чтобы выглядеть хорошо. Сейчас все равно тренд на внешний вид, потому что внешний вид, первое, это успешность, да, говорит о том, что это здоровье, потому что то, что внутри здоровый, будет и красиво снаружи, поэтому красота – это очень многих, скажем так, факторов показатель. Елена очень крутой специалист, согласна? Да, она всегда дает альтернативу, успокаивает. Хотите к косметологу? Нужно? Идите. Если не нужно, не идите. Здорово. Елена Рифхатовна Курамшина, врач-дерматолог, косметолог, была сегодня вместе с нами. Вам хорошего дня. Ну и помните, да, сегодня 1 апреля. Ну, на всякий случай скажем, вдруг над вами кто-то захочет пошутить, а вы, меня не проведешь.